Xayrlı gün, isəməsiz mühtərəm kollegalar, Tatarinform matbuat üzərində bugün Qazan tarixinə bağışlanğan fənni populyar animasyon videorolik təqdim etildi. Bizning qonaqlarimiz Shahabiddin Marjani ismidagi Tarix institutining disiplina ora tekshiruvlar bo'lagi yetakchisi Baxtiyor Izmailov, Teoriya kreativ agentligi yetakchisi Ildar Ayupov ham Tarix institutining multimedia proyektlari prodyuseri Zila Tamayeva. Xayrlı kun, isəməsiz mühtərəm qonaqlar. Hem benim təqdim eng birinchi etib şu videorolikni qarab ketu. Onu qarag'ancha aytar so'zlaringiz, təqdimləringiz bormi? Zila. Әлі енді башта қарайбызмы? Башта қарайбыз, анар сөйлешеміз. Рахметіңіз. Глеб, можно видеоролик, да? Откуда появилось название Казань? Существует более 20 версий его происхождения. Казан в переводе с татарского означает «котел», и большинство версий крутится вокруг этого самого котла, в который то ли утопила принцесса, то ли ландшафт был похож на котел, то ли основателя города звали Газан. В любом случае, датой основания принято считать 1005 год. Многие думают, что эта дата была установлена благодаря чешской монете, найденной во время раскопок Казанского Кремля. На самом деле, 1005 год – условная дата, а время возникновения Казани установлено в результате скрупулезных исследований. Древняя Казань возникла на рубеже X-XI веков как торговый узел Великого Волжского пути, соединявшего Северную Европу со странами Востока. В это время она была небольшой пограничной крепостью Волжской Булгарии. После завоевания войсками Батухана Булгарии Казань входит в состав Золотой Орды. В золотоордынский период политический вес Казани возрастает. В конце XIV века здесь даже начинается чеканка монет с указанием места Болгар Аль-Джадид – Новый Болгар. В 1438 году Казань захватывает золотоордынский хан Улуг Мухаммад. С этого момента Казань обретает статус столицы нового Казанского ханства и впервые появляется на западноевропейских картах под названием Каструм. К началу XVI века у Казани появляется мощная каменная крепость с ханским двором, мечетями и мавзолеем. От Кремля шел большой посад с торгово-ремесленными слободами. В первой половине XVI века Казань стала важной стратегической целью московского государства. 2 октября 1552 года, после продолжительной осады и штурма войсками Ивана Грозного, город был захвачен. Иван Грозный сразу же повелевает приступить к восстановлению разрушенного города. Сюда царским указом 1555 года направляются псковские зодчие. К концу XVI века были возведены новые белокаменные стены и башни Кремля. Построены каменные церкви. В XVI-XVII веках Казань постепенно начала заселяться русскими переселенцами, служилыми людьми и купцами. Они селились в новых слободах в черте посада и за его пределами. Небольшому числу татар разрешили жить в слободе возле города. Она получила название «Татарская» и насчитывала 150 дворов. К концу XVI века население Казани составляло примерно 16 тысяч человек. Знаменитая падающая башня Сюмбике была построена в XVII веке. Вокруг башни ходит много легенд. Кстати, казанская царица Сюмбике с этой башни не прыгала. Это миф. Она умерла в Касимове в 1557 году. В результате реформ Петра I в 1708 году Казань стала центром самой обширной губернии России. С Петром I связано появление и двух новых мануфактур – Адмиралтейской и Суконной. Более 400 судов русского флота было построено в Казани, а 1000 метров казанского сукна ушло на обмундирование российской армии. В 1767 году город посетила императрица Екатерина II. Она разрешила строительство на территории татарской слободы мечетей, доселе бывшей под запретом. Вскоре появились первые каменные городские мечети – Марджани и Апанаевская. В 1774 году Казань осаждает Емельян Пугачев. Весь город, кроме Кремля, оказался в руках восставших и был сожжен. В 1781 году... Вот мы постарались тоже упомянуть. Это вот эта знаменитая чешская монета, с ней связано там очень много легенд, и практически каждый гость Татарстана или гость Казани, он уезжает с мыслью о том, что вот это какая-то там уникальная монетка, которую бросили, и вот на ней написано было 1005 год, и вот это, в общем, позволило археологам установить факт основания города именно вот этой датой. Здесь же мы можем говорить о том, что, конечно, большое количество фактов, которые мы связывали, это не только с историей города, но и с развитием культуры города. И, например, не очень многие люди знают о том, что вот картина Фешина, например, нашего знаменитого художника,
продавалось за миллионы, и это просто одна из картин. Еще вот совсем недавно была продана картина тоже за несколько миллионов долларов. То есть мы можем говорить о том, что здесь действительно в Казани развивалась мощная художественная школа, и на протяжении долгого времени она являлась одной из ведущих в России, и для нас тоже, в общем-то, это такой интересный факт. Рахмет. Менә роликларның кыска булуы турында сүз чыкты. Беренче фильм ул татар тарихына багышлана иде, 15 минут булды. Без ул вакытта ук шаккаткан идек инде, ничек 15 минутка татарлар тарихын сыйдырып була дип. Соңыннан тагын ТССР тарихына багышланган фильм күрсәттегез, ул 10 минут. Инде Казан тарихы 6 минут. Кыскарганнан кыскара бара. Без бит инде узынайсын дип дигән теләктә белдергән идек. Зилә, моның сәбәбе нәрсәдә? Да, мы действительно идем на укорачивание хронометража с каждым роликом, с каждым проектом. И Намеренно идете? Намеренно, да. Объясните, пожалуйста. Сейчас объясню, почему. Вот первый наш проект про краткую историю татар, который занимал 15 минут, да, мы обратили внимание, что по статистике люди смотрят, большинство людей смотрят где-то первые 7 минут, потом идет какой-то отвал, да. И в следующих проектах мы это уже поняли, что надо закладывать, наверное, где-то не больше 7 минут. Вот. В ТССР у нас мы вышли немножко с этого хронометража, но все-таки уже уменьшили на 5 минут. И там количество просмотров и скорость просмотров уже чуть увеличилась. А в этом ролике мы прямо жестко себе поставили цель, что 7 минут и не больше. Как будут проходить просмотры и какая будет статистика, ну, наверное, будет понятно через неделю, где-то через месяц, после того, как мы уже соберем данные. А вообще, вот короткие образовательные видео – это такой общемировой тренд. Не мы первые это делаем, но это, допустим, есть такая платформа, да, наверное, знает TikTok, да, это такая китайская социальная сеть. И она была скачана где-то 2,5 миллиарда раз. И самый популярный хэштег в этой соцсети – это «Learn on TikTok», то есть «обучайся на ТикТоке». Получается, что там где-то 15-секундное, извините, видео можно чему-то обучиться, да? И по этому хэштегу переходов было 7 миллиардов раз. Соответственно, TikTok принял решение о том, что они будут завязываться с университетами и делать образовательные проекты. И если вы меня спросите, какое же минимальное время будет вашего ролика, да, который вы там запланируете, я думаю, что для нас будет таким вызовом сделать ролик 15-секундный для ТикТока. Потому что тренды надо иметь в виду, надо продвигать бренд Татарстана. И если аудитория смотрит видео 15-секундные, и это заходит, это людям нравится, значит, это надо делать. Инде менә мондый фильмнарны эшләү процессы турында да бераз сөйләшеп аласы килә. Менә Илдар иҗатчы, сез галимнәр. Сез ничек эшлисез? Илдарга күп итеп китаплар бирәсез, фәнни фактлар иясез һәм ул аларны укып үзенчә менә шушылай визуализация тудырамы? Гомумән менә бу процесс ничек барлыкка килә? Илдар. Төрлечә. Беренче роликларны тудырганда без никтер бергә җыелып, бергә эшли башлаган идек. Хәзер формат башкарак, хәзер күп сценарий буенча беренче эшне институт ясый, менә Бахтияр, Зилә һәм институт эшчеләре. Алар ниндер костяк ясыйлар. Аннары инде без шул костякны 1-2-3 сессиядә җыйлабыз, аны эшкәртәбез, аны кисәбез. Ул гадәттә бик зур була. Анда 20 минутлык, 30 минутлык ниндер шундый редакцияләү процессы бара. Һәм соңыннан инде без менә визуаль рәтне чыгарганда, анда инде без күбрәк үзебез эшлибез студиядә, үзебезнең егетләр белән теге ниндер шуткаларны булдырабыз, визуалны. Һәм яңадан теге бренди фотография кирәк булса, яки консультация кирәк булса, гел менә институт белән элемтәдә торабыз. Шулайрак бара. Коллегалар, әгәр сорауларыгыз булса. Я тоже добавлю. В действительности вот этот процесс, он очень сложный. Когда мы
говорим о производстве роликов. И нужно сказать, что это очень сложно еще и понятно, для Ильдара и его команды это сложный технический процесс, но для ученых это еще и процесс очень сложный принятия того, что когда мы приходим первый раз к Ильдару, мы приносим ему сценарий, там, страниц на 20. И все это все невозможно сократить. То есть это все очень интересно, это все важная часть. И Ильдар говорит, надо сократить до 5 страниц. И вот эти начинаются муки, как сократить то, что, казалось бы, невозможно сократить. Мы с Ильдаром начинаем вести переговоры. Он говорит, нет, я считаю, что это не нужно, это можно сократить, это можно, вот это никому не интересный факт. А ты думаешь, так же это же все интересно, это там целое поколение ученых работали на то, чтобы это представить. Ильдар говорит, нет, это надо сокращать до 5 страниц. И вот у нас в этом плане это такой процесс постоянного конфликта творческого, когда необходимо представить некоторые сюжеты, но их просто невозможно иногда представить визуально. Или мы рассказываем ему, например, об истории города, и хочется рассказать о том, как этот город изменился, что изменилась планировка, что тот город, который есть сейчас, это совершенно не тот город, который еще был даже 30 лет назад. Человек, который... Мы просто часто не замечаем этот процесс, но город как живой организм, он постоянно меняется. И люди, например, даже сейчас, они, находясь в этом процессе, им кажется, что все нормально, все происходит, в общем-то, так плавно и незаметно. В действительности человек, который вернется хотя бы на 30 лет назад в Казань, он совершенно не узнает город. Иногда я разговариваю с людьми достаточно молодыми или со студентами и спрашиваю, а ты помнишь, как вот здесь было, например, что Казанский Кремль, вся площадь перед Казанским Кремлем была застроена зданиями еще. Он этого не помнит процесс. Ему кажется, что всегда был вот этот красивый холм, возвышался Кремль над этим холмом. Он не помнит, например, что вот сейчас смотришь на другую сторону Казанки и видишь вот эти красивые большие небоскребы, а еще буквально несколько десятков лет назад там вообще не было вот этих огромных зданий, и сама набережная была в таком запустении находилась. Поэтому действительно процесс, он постоянно меняется, и город постоянно меняется. И вот хочется осветить, показать, что вот это изменение, оно произошло, но, к сожалению, иногда действительно приходится наступать на горло собственно этим творческим желанием показать все, максимально изложить всю историю. И Ильдар в этом плане нас может направить в нужное русло. Да, так и есть. Еще бывает, например, что, естественно, каждый факт имеет 3-4 интерпретации, и мы не можем их перечислять и это говорят, и так говорят, это будет очень скучно. Нам приходится выбирать одну обычно, максимум 2, чтобы быстро сказать о ней, потому что надо сказать очень быстро. Спасибо. Да, и здесь еще нужно сказать, что даже в процессе работы над роликом мы поняли, например, что, вы знаете, целый отдельный ролик можно сделать по тем историям и мифам, и легендам, связанным с тем, как Казань появилась. Практически можно пройтись даже по улицам, каждый расскажет свою историю. Каждый экскурсовод может рассказать свою интерпретацию тех событий. То же самое мы можем сказать о том, что даже эпитеты, которыми называлась Казань, использовалась в названиях, например, мы говорим о том, что Казань – город губернский. Потом было тысячелетие, каждая газета, каждая книга писали «Тысячелетняя Казань». То есть упор был именно на это событие сделан. Потом мы прошла универсиада, все писали «Казань – спортивная столица». «Казань – третья столица России». То есть и очень много таких названий, и с каждым из них связана целая история отдельная. То же самое с башней Сюмбике. Есть целые отдельные и мифы, интерпретации тех событий, которые вокруг этой башни ходили. То есть мы, например, для себя поняли, что можно отдельный ролик сделать вообще просто по башне Сюмбике. И по многим, кстати, зданиям города Казани можно раскрутить целую историю, создать целый сюжет. И они, конечно, будут интересны. Даже мы затронули, и нам очень хотелось тоже показать эту особенность, специфику, когда мы говорим, например, о Казанском цирке. То есть мы тоже постарались привлечь внимание, что в действительности Казань играла важную роль, в том числе и в целом ряде процессов, которые
связаны с космической отраслью. Опять же, здесь работал целый ряд ученых, например, тот же самый Глушко, которые были связаны с вот этой космической отраслью. И я уж не говорю об целом атомном проекте, который реализовывался в Казани. То есть это все интересно было бы показать, это очень хочется рассказать об этом. Мы целый ряд сюжетов просто там вынуждены были убирать, поскольку действительно ориентировались на то, что ролик должен занимать не больше определенного хронометража, потому что дальше уже никто смотреть не будет. И опять же, вот когда мы размещали ролик в Инстаграме президента, они очень четко понимают все вот эти моменты запроса аудитории. Они сказали, нам нужен вот небольшой отрывок, который бы уместился в минуту, то есть та минута, которая прокручивает, например, в Инстаграме без отправки в сторис. И действительно, то есть мы понимаем, что современный мир устроен так, что людям нужно получить какой-то сюжет, информацию за ограниченное количество времени, поскольку время становится самым дорогим ресурсом, который есть у человечества. Hürmetli kollegalar, so'rovlarga rahmat etasiz. Shahriy Qozon. Xayrli kun. Rolikni qayda ko'rib bo'lishaq, qo'shimcha xalqqa. Bu birinchi so'rov. Ikkinchisi, alga taban endi tema rolik tushirishga planlashtirasiz. Ham uchinchi so'rov. Qoban ko'li tubidagi xazinalar haqida endi legenda bor. Uni kirituv ideyasi bo'lmadimi? Birinchi so'rovdan boshlaylik, Zila. Ролик доступен уже сейчас на официальном YouTube-канале Института истории. В 9 часов у нас была там премьера, и сейчас уже он доступен для широкой аудитории. Следующие ролики, да, у нас есть в планах, и тема вот ближайшего ролика — это татарское просвещение, джадидизм. Уже есть готовый сценарий, но пока вот финансирование не определились, на какие деньги это будем делать. Может быть, возможно, это будут гранты, возможно, что-то пожертвование, может, кто-то заинтересуется за организации профинансировать наши проекты на постоянной основе. Вот. По поводу озера Кабан, мы, конечно, когда историю Казани обсуждали, мы хотели это включить, но, к сожалению, он пока не вписывался в общую канву повествования, да, и мы все-таки поняли, что это отдельная история, отдельное повествование должно идти, да, и следующие ролики уже будут более узкой тематики. То есть, если мы сейчас общую историю Казани показали, да, мы можем уже следующие проекты запланировать под озеро Кабан, под Свияжск, допустим, и так далее. Я дополню немного. Мы ориентировались, в том числе, когда какие-то вещи, как я уже говорил, сокращали, ориентировались в первую очередь на, наверное, на людей, которые... Потому что мы поняли, например, безнадежно пытаться каждому казанцу угодить и рассказать именно, потому что для каждого казанца есть своя Казань, и он знает там отдельные мифы вот такие, он знает это так, и он это все представляет по-своему. Поэтому мы постарались осветить основные сюжеты, которые были бы интересны не только татарстанцам, казанцам, но и в то же время рассчитывали на внешнюю аудиторию, то есть на аудиторию как раз приезжих, на аудиторию людей, которые, например, в Казани не бывали. И, конечно, мы можем рассказывать про озеро Кабан, тоже это отдельная история, там очень много сюжетов, но человек, который здесь не бывал, ему, в общем, наличие здесь озера, оно важно, например, часто для самих казанцев, но не всегда важно для тех, кто сюда приезжает. Поэтому здесь мы вынуждены вот такие вот стараться интересные факты брать, которые были бы интересны и людям, которые здесь никогда не бывали. Понятно, что, как я уже говорил, по любым и географическим, и архитектурным объектам города Казани можно там целые сюжеты отдельно делать, только по Казанскому Кремлю можно целые серии роликов создать. Поэтому для нас было важно вот взять наиболее такие популярные и часто интересующие вопросы, которые задают в том числе туристы, которые сюда приезжают. То есть те такие основные моменты, которые в своих экскурсиях рассказывают экскурсоводы, и то, на что они обращают внимание. И, на мой взгляд, вот в таком ключе мы пытаемся
вызвать интерес к городу Казани, в дальнейшем изучать его, не просто вот, пересказать всю историю, поскольку это невозможно. И я скажу так, что даже вот современного варианта книги «Истории Казани» нет, вот, которая бы с древнейших времен была до настоящего времени, поскольку есть издания советского периода, то есть даже сами ученые, в общем, не могут подойти к этому вопросу вот так вот настолько фундаментально, академически, чтобы попытаться представить историю города Казани там, на 2 томах. То есть, естественно, мы за короткий ролик бы не смогли все это представить. Спасибо. Халил Шамиль, Татар-Информ. Я понимаю, что краткость – это сестра таланта, но краткость у вас получилась немного какая-то вот привольная в качестве картинки вот, и перенасыщена вот этими современными ходами. Ну, например, вот Иван Грозный там с мобильным, с телефоном сидит. Ну, еще вот эти перебор немного. И мне показалось, что это напоминает какой-то ералаш, очередную серию. Как-то вот вы перебрали в этом плане с современными вот этими ходами. Вы знаете, когда мы делаем ролики, да, мы проводим такие фокус-группы домашние, можно сказать, да. Я, например, опросила 15 человек старшего поколения, то есть это там люди от 50 и выше, и людей от 18 и до 30. И что же получилось? Например, я вот спрашивала своих родителей, как вам этот ролик, да, вот в частности по Казани. Они мне действительно ту же самую точку зрения сказали, которую вот вы сейчас высказали, что слишком как-то вот нет уважения, что ли, как-то все перетянуто, юмор, вот эти вот мемы всякие, шутки бесконечные, что к истории все-таки надо очень уважительно подходить и рассказывать, наверное, с более такой официальной точки зрения. Вот. А молодое поколение, оно вообще очень хорошо отреагировало, сказали, что супер, столько много фактов, которых я не знал, так весело, интересно смотреть, я досмотрел до конца, вот они говорили. Ну, что можно сказать, да, что наши ролики, они, понимаете, они не ставят перед собой цель какое-то там всеобъемлющее знание дать. Они ставят собой цель зацепить аудиторию как можно более широкую, да, в том числе тех, даже, наверное, в первую очередь тех, кто не знает о Казани ничего, не бывал в Казани и так далее, чтобы привлечь их сюда, чтобы у них появился какой-то первичный образ, какая-то первичная информация, и им было интересно посетить. То есть, если бы мы делали этот ролик с позиции какого-то там патриотизма, уважения и так далее, да, это хорошо, этот формат имеет место быть, и он хорошо воспринимается более старшей аудиторией. Но, к сожалению, это был бы более длительный какой-то, может быть, документальный фильм, да, и его не все бы посмотрели, поверьте мне, поэтому с точки зрения распространения контента вот такой вот формат с современными мемами, шутками и дизайном, он лучше заходит. То есть... Вот вы сказали, что акцент на молодом поколении сделали. Но если мой ребенок посмотрит вот этот ролик и увидит, что Иван Грозный держит телефон, он подумает, что телефон был создан при нем. Придется еще раз ему что-то объяснять. Почему нельзя сделать сразу так, чтобы было все ясно? И визуально. Вот я смотрел, какая-то получилась каша. В том смысле, что я акцент сделал на картинку, но не на информацию, которая шла с экрана. У меня даже вот эти цифры, даты, они как-то мимо прошли. Вот перебор в том смысле, что визуально как-то не отразился. У меня чисто информационно. Ну, спасибо большое за вопрос. И вообще, вы вот правильный такой вопрос поставили в плане того, как и кем восприятие должно быть. Вот когда мы говорим о том, что, конечно, там ребенок посмотрит и подумает, что при Иване Грозном был телефон, ну, тут ничего не сделаешь. Здесь мы не можем представить, там, вот как раз здесь идет разность подходов. Например, когда мы смотрели, анализировали аудиторию канала Института истории, мы увидели, что основная масса просмотров идет людей там, до 30, по-моему, 30-40 лет. И когда пытаешься вот, сделать такой более научный ролик с правильно там, поставленными кадрами, с минимальным количеством мемов,
просмотров практически нет. Если вы посмотрите, например, целый ряд популярных YouTube-каналов, которые есть, они все практически в ускоренном режиме идут. Целый ряд, например, даже тизеры небольших фильмов, трейлеров этих фильмов, обсуждений этих фильмов. Все это проходит буквально за 3-4 минуты. И там информации столько, что запомнить, например, там невозможно. Но человек подсознательно это все смотрит, и он воспринимает именно визуальную информацию. Когда мы говорим о том, что, конечно, ребенок может не запомнить какую-то дату, поэтому часть дат, например, обозначали обязательно на экране в виде чисел, цифр. Я могу сказать, что, например, когда я показывал ребенку там буквально 7-8 лет, ему показалось некоторые вещи, наоборот, медленными. Он замечал вот эти мемы, он задал вопросы. Я могу сказать о том, что когда, например, тоже старшему поколению показывали, они спрашивали там, так что в итоге там с вот этой монеткой связано с тысячелетием? То есть немножко восприятие другое. Более старшее поколение, увидев какой-то факт, они начинают сразу пытаться дальше про вот этот момент анализировать, что и как. И я им начал рассказывать о том, как вот было проведено исследование города Казани, особенно как пытались восстановить вот эту дату основания города Казани. И это было чисто академическое изложение. И они сказали, вот это нужно было все представить. Я говорю, ну, для этого есть целые книги, которые могут это все представить, но люди, к сожалению, там, как правило, все равно не будут об этом читать или не будут смотреть. То есть людям интересно, чтобы им, например, кто-то сел и это спокойно рассказал. То есть вот для более старшего поколения формат представления такой некой академической истории в виде лекций более доступен, более, наверное, понятен. С точки зрения, мы, в общем-то, вот как раз количество мемов, на мой взгляд, мы в этом плане пытались придать динамичность ролику. То есть не просто мы могли бы пойти по пути, там, например, показывать какой-то сюжет, дату и давать просто какую-то академическую информацию, и это было бы совершенно такое очень академическое видео, которое, в общем-то, тоже я не думаю, что кто-то вообще просмотрел бы его до конца. И мы бы получили просто такой вариант краткого изложения истории города Казани, но без интереса, то есть окружающих, вот в этом плане. Поэтому мы и рассчитывали на то, что как раз с помощью яркости, интересных моментов, опять же, суть еще целого ряда вот таких видео в том, что вот эти некоторые мемы, которые используются, они потом расходятся по картинкам. Они начинают нарезаться, там каждый берет их себе, нарезает туда, распространяет здесь. То есть это вот формат современного мира, хотим мы это, в общем, принимать или нет, это уже другой момент. Но нужно сказать, что вот, как Зиля правильно сказала, 15-секундные видео с большим объемом информации, там за эти 15 секунд, они могут заходить гораздо лучше и гораздо больше информации давать, чем академическое изложение истории. Да. Вы знаете, Институт истории выпускает в год огромное количество монографий. Да? Это большие книги, очень интересные. Мы их выкладываем на сайт, их можно скачать, прочитать. Они доступны абсолютно любому человеку. Но дело в том, что вот у нас нет такого большого трафика из желающих читать книги. Книги читает в основном старшее поколение, и старшее поколение действительно больше знает о Казани, больше знает о истории татар, России, и больше осведомлено о каких-то вот фактах. Чтобы заинтересовать молодежь, тех людей, которые дальше будут продвигать, там, жить в Татарстане, продвигать Татарстан, его бренд, представлять где-то на международных аренах, да, это очень важно делать такие ролики, потому что они книги не читают. Или читают, но очень, ну, скажем, короткого изложения, да, и желательно, чтобы это был более такой развлекательный контент. С этой точки зрения мы, конечно, пошли по пути маркетологов, так сказать. Мы немножко маркетологи Татарстана даже. Потому что мы анализируем, что сейчас смотрит молодежь, какой хронометраж должен быть, почему мы эти мемы включаем. Мемы они отражают культурный контекст современности, то есть тот язык, на котором общается молодежь. Чтобы донести до них что-то, мы должны говорить на этом же языке. Поэтому мемы, шутки мы активно все применяем. И
если вы обратили внимание, допустим, да, там, а когда начнут продавать айфоны, да, вот такая шутка была, мы ее специально включили, потому что, казалось бы, контекст исторический, да, картинка историческая, а фраза такая из современности. Мы обязательно должны показывать что-то, что можно ассоциировать с современностью, потому что если человека вводить только исключительно в исторический контекст, без привязки к каким-то современным вещам, вот это не воспримет, он это к себе не сможет применить. И второй такой момент, вот когда меня родители тоже критиковали, очень критиковали прям жестко этот ролик, они говорили, что вот смотрите, у вас ТССР был ролик, да, и вас там Тукай подмигивает, как же так, вы его анимировали, это же вот поэт, это же такая величина, а вы как-то вот, как будто комикс какой-то из него сделали. На что я могу сказать, что, смотрите, да, можно поставить памятник в центре города поэту, да, но а в чем толк, если никто его стихи не будет читать? В чем толк, если следующее поколение не будут интересоваться, что это была за личность, что это была за величина такая? Поэтому мы взяли его, немножко оживили, да, в таком вот формате показали. Я думаю, что в следующие ролики мы этих личностей тоже будем отображать не как вот памятников каких-то застывших в эпохе, которых мы видим только в книжках и знаем как некая такая недостижимая величина. Мы их будем представлять вот именно в таком формате, близком к молодежи, с мемами, с шутками и так далее. Спасибо. Еще один вопрос, пожалуйста. Даже не вопрос, а рассуждение. Вот у вас там диалог между Толстым и Лениным, и вы сказали, что два великих студента учились в Казанском университете. Но дело в том, что они, во-первых, не закончили учебу, вот, и чем они велики в процессе, когда они находились в Казани, стали, вот это в будущем еще как-то понятно. Вот, и много же интересных людей закончили Казанский университет, не только вот этих два великих человека, которые причем и не закончили даже учебное заведение. Ну, во-первых, мы как раз, если вы посмотрите, в ролике мы как раз отметили, что два самых знаменитых студента Казанского университета в нем не доучились. И как раз фишка была в этом. И что касается, почему именно этих двух? Конечно, мы могли бы там привести в пример, я не знаю, там и Аксакова, и целый ряд известных деятелей, которые здесь отучились. Но вот с точки зрения туризма, люди, которые приезжают сюда, они приезжают на вот два таких бренда, которые так или иначе связаны с Казанью. Тысячи китайских студентов там, как известно, приезжают специально, чтобы посидеть на скамеечке в музее истории КГУ, Казанского федерального университета, чтобы посидеть там, где сидел и учился Владимир Ильич Ленин, специально для этого. И там куча мест, вот они сядут на это место, будут фотографироваться. То есть это такой бренд. Что касается Льва Толстого, то это тоже это бренд, который связан с Казанью, и он очень популярен для всего мира, для России. Конечно, мы отдельных деятелей, которые здесь отучились, мы могли бы их представить, но, в общем, это не имело бы такого большого отклика. Ну и кроме того, как я уже говорил, то есть нам нужно было обозначить те основные вехи, которые так или иначе связаны. Мы говорим о неких мифах, историях, тут же пытаемся их как-то в короткой фразе либо опровергнуть, либо наоборот как-то так вот в утрированной форме представить. И когда мы говорим, например, про Казанский университет, конечно, вот, как я уже сказал, мы можем целый ролик сделать по Казанскому университету. Кто там учился, как создавалось там востоковедение в Казанском университете, что это действительно там знаменитейшие заведения. Мы могли бы там по другим, даже самым учебным заведениям все это делать. Но для нас важно было показать именно Казанский университет, что это тот самый университет, который, в общем-то, создал бренд целого города, и с этого времени Казань вот превратилась в такой просветительский и научный центр. И, в общем-то, Казанский университет тоже это часть, та точка притяжения туристов, которые приходят сюда, гостей, и они приходят в Казанский университет посмотреть. И как раз одним из первых вопросов, ну, поскольку вот я часто с теми же экскурсоводами сталкиваюсь, одним из вопросов всегда является там, вот Владимир Ильич Ленин, где он там учился, как он ходил в Казанский университет, в общем, как его исключили. То есть это вот важная вещь, которая связана с брендом вот
если так как угодно, там вот поскольку мы сейчас много вот как раз про это говорим, бренда Владимира Ильича Ленина, который, в общем, Казань связан намного, в общем, лет. Я думаю, что и как для советского времени всегда было, что Казанец и Казанский университет – это Казанский университет имени Владимира Ильича Ленина. И для большинства людей советского периода вот именно то, что Казанский университет получил именно вот это имя, являлось уже определенным брендом. То есть каждая эпоха рождает вот эти свои наиболее знаковые величины, которые являются важными для восприятия того места, где, в общем-то, это все происходило. Поэтому выбор был вот как раз пал на Толстого и Владимира Ильича Ленина. Спасибо. Рахмет, коллегалар, безнең кызганычка каршы инде вакыт бетте. Шуңа күрә без саубуллашырга мәҗбүрбез. Әгәр дә сорауларыгыз булса, спикерлар янына килеп сораштыра аласыз. Рәхмәт игътибарыгыз өчен, бик зур рәхмәт. Ролик өчен һәм алга таба да яңа роликлар көтеп калабыз. Ә монысы инде бәхәс уята башлады һәм бу бәхәс әле дәвам итәр дип уйлыйм социаль челтәрләрдә, сайтларда, журналистлар язганнан соң.